На телеканале Якутия-24 продолжается прямая трансляция первого соревновательного дня турнира по мини-футболу в рамках спортивных игр народов республики. И университет выходит вперед в самом начале Никита Рычков второго тайма. Отличился, 17-й номер. Никита Рычков прервал нас, да? Сейчас на повторе мы еще раз насладимся этим результативным действием. Но Никита Рычков неоднократно угрожал воротам у солданцев в первом тайме. И вот на свой гол наиграл. И со счетом 2-1 сейчас впереди студенты. Ответ у солданцев. Ну и на старте тайма давайте пробежимся по составам играющих команд. Номинально у нас сегодня гости — это вторая команда Усть-Алданского Улуса. Ребята играют в желтых футболках. И вратари: Гаврил Портнягин, 19-й, первый Дмитрий Сухотский, 9-й Афанасий Домотов, 4-й Джулус Петров, 11-й Артем Соловьев, 8-й Николай Федоров, 5-й Василий Федоров, 14-й Семен Афанасьев, 12-й Артур Румянцев, 7-й Дмитрий Румянцев, 17-й Владимир Жирков и 10-й номер капитан команды Айсен Бочкарев, главный тренер коллектива Степан Васильев. Повреждение тем временем получает. Кто у нас там на паркете? Никита. Да, Никита Рычков. И понадобится, видимо, помощь медицинского персонала. Нужна заморозка. Ну и, пользуясь заминкой, давайте пробежимся по составу сборной Северо-Восточного федерального университета. 15-й номер капитан команды Роман Сивцев, стражи ворот Денис Сивцев, второй и первый номер Владислав Корякин. Он нас играл в первом тайме, и сейчас он тоже на паркете. 30-й Альберт Цыпандин, 7-й Василий Захаров, 17-й Никита Рычков, 5-й Вадим Мохов, 12-й Архан Колесов, 11-й Роман Колодезников, 9-й номер Владислав Степанов и 13-й номер Георгий Тимофеев, главный тренер команды Сергей Скрябин. Для вас у микрофонов по-прежнему работаем мы, я Власий Сергеев, а также председатель Совета футбольного союза города Якутска и старший судья турнира по мини-футболу Алексей Адамов. Продолжаем наслаждаться мини-футболом на открытом воздухе. Нынче очень интересный формат. Ну что, во втором тайме команда предложит более высокий темп? Ну, я думаю, университет сейчас физически должен прибавить. Усть-Алдан подсядет. Да, в плане физики должны прибавить. Наращивать темпы. Но они с первых минут и побежали вперед. И что принесло плоды, да, сразу. Крайне неприятно, конечно же, в самом начале второго тайма получать мяч в свои ворота. То есть это был уже определенный геймплан, и как бы все уже надо реагировать на ситуацию уже совсем иначе. То есть уже придумывать какие-то другие. Ну, усть-алданцы также стоят в обороне и ищут шансы на контратаках. Ждут своего момента. Да. Выжидающая такая тактика. Но это понятно, потому что мы как раз вот говорили о том, что сборная ЗФУ — это хорошая школа. Это прекрасная физическая форма. Ну и, конечно, возраст. Ребята молодые. Таких перебежать, ну, в таких условиях, тем более, да, погодных, это, конечно, сверхтяжелая задача. Я думаю, никто не рискнет пытаться перебежать. Ух, какой гол! Вы это видели, дорогие друзья? Николай Федоров. Как вам такое, дорогие друзья? Я думаю, это, конечно же, попадет во все хайлайты. Точно турнира по мини-футболу, да и вообще в целом хайлайта всего первого соревновательного дня спортивных игр народов. Как оживел? Безусловно, лучший гол. Пока что да, точно. Нет, возможно, и до конца турнира это будет лучший гол. Ну вот, давайте смотреть. Дождались своего шанса. Не стал ничего изобретать, ударил. Сколько? Метров 12 до ворот было. И в самый угол. Да, и от перекладины. Олимпийский гол. Получите, распишитесь. Кто заказывал 9, а вот вам 9. Прекрасное взятие ворот, конечно. И вновь у нас ничейный счет на табло. По 2 мяча забили команды. И, конечно, такие голы даже за счет 2. Да, когда играют по дворе, говорят, головой за 2, там еще что-то. Но этот гол точно по такому принципу можно оценивать не как за 1.
Очень заряженная, да, команда, вот вторая команда Усть-Алданского Улуса, вот когда даже просто организовывают атаку опасную, очень заметно оживляются вот, по движению всех игроков. Сейчас тоже на кураже они могут что-то, да. Да, они этим самым Придумать. нивелируют маленько, что где-то они проигрывают в физике, в мастерстве, возможно, университету за счет желания. Да, и сейчас университету, конечно, надо как-то попробовать пошире играть, мяч держать, чтобы как раз вот, вот эта эйфория, да, прошла. А можно вообще минутный перерыв взять? Да, вряд ли Сергей Павлович сейчас, когда остается там, сколько там, 18 минут с небольшим до конца. Ну, Василий Захаров тут очень жестко сыграл, что не осталось без внимания арбитра. Но я к тому, что вот частенько берут минутный перерыв для того, чтобы сбавить темп соперника. Ну, конечно, да, в начале второго тайма, тем более такой опытный тренер, как Сергей Павлович Скрябин, Да, вот брать не будет. когда будет какой-нибудь там или штрафной там вблизи ворот у Сялдана. Так, интересно, как сейчас у Сергея Павловича разрывается сердце, да? Вроде как он тренер университета, играет против, может сказать, своей родной команды. Нет, это Нет, уже тут после свисток свистка. уже, да. После свистка был удар. Это взятие ворот не будет засчитано, на чем сигнализирует судья. Время остановили. Медицинская пауза. Да, тут помощь требуется. Так, там какие-то проблемы у Вадима Мохова возникли. Надеемся, что обойдется заморозкой обычной. Да, вообще надеемся, что чтобы не было травм на этом турнире, чтобы все ребята были здоровы. Асен, нет, конечно же, не Асен, это вынос неточным получился. Никто не откликнулся на эту передачу. Ну то да, чувствуется то, что напряжение, да, нарастает. Да, и смотрите, у сялданцы-то не отсиживаются в обороне. Идут вперед, почувствовали вкус крови, да, запах. Ну тут да, жесткие стыки, но студенты тоже сразу отвечают. Так, звучит свисток, профилактическую беседу надо провести с игроками. Отошли на положенные 5 метров. Это, конечно, да, всегда интересно наблюдать над тем, как вот обе команды заводятся, но хотелось бы, да, чтобы без, ну, все было в рамках правил. И, конечно, да, это эмоции. В игре да. всегда присутствуют эмоции. Главное, чтобы не было грубости. И пробить можно. Есть удар, плотный удар получился. Да, это- Александр Бочкарев. Это тоже может быть домашняя заготовочка. В аналогичной ситуации, я помню, Яник сам плей в составе Зари забивал Алмаз Алроси, когда в Дасуне играли. А сколько таких мячей Солдатенков или Леонид Да, забил да. за Зарю? Но это тоже один из классических вариантов розыгрыша. Отводят угрозу студенты. А Яник Самплей сейчас вообще до Суперлиги же дошел, да? Он играет в Торпедо Нижний Новгород, да, за Суперлигу. Да. Ну, и матчи проводим сейчас 3 мячами, по одному мячами за воротами, сразу подают, сейчас вот как бы И гол! гол. Да, Ну, да, да. как вот разбирается все-таки здорово, да, Никита Рычков. Да. Со стороны вот кажется играющий, очень легко. А Это, конечно, мастерство. говорят, от одного человека ничего не зависит. Вот мы видим, что зависит. Да, получил мяч, протащил его и, конечно, классно пробил и вновь выводит вперед студентов Никита Рычков. Хотя только что, да, моменты были у ворот Да. университета. 2 точных удара уже на счету Никиты. Выходит лучший бомбардир турнира. Да. Вновь звучит свисток. Что у нас по фолам? Ну, как я понимаю, у сталданской команды это уже второе нарушение правил будет. Нет, это университет нарушил правила. А, наоборот. Так, тогда... Ну, пока у нас отобло по одному нарушению правил. И обидно, конечно. Вот тут подскользнулся. Это Георгий Тимофеев. На самом деле он вроде бы тоже в темп бежал, да, и
Просто подскользнулся. Надо было притормозить. Но это Вот. не так просто. Вот это как раз и есть, что надо привыкать к покрытию, вовремя притормозить. Да. Заранее, может быть, там за полмгновения тормозной что-то путь подумать. рассчитать, Да. Вот раньше же были вот хитрости, да, такие лайфхаки футболистов, когда вот одну банку колы разливают возле скамейки. Ну, они и сейчас так делают. И Ну, тут даже кола, наверное, не сильно поможет, да? Чтобы более высокую сцепление рассчитать. Так, у нас тут по нарушениям. фол университету дают. Это уже какой? Это уже третий фол. Нарастает напряжение. Ну тут, да, такое прям жесткое столкновение было. Игрок у столданской команды прилично так шлепнулся. Так, против Джилуса Петрова правила нарушали. Но тут болельщики требовали, видимо, 6-метровый удар, да? Ну, или желтую карточку. Но вне пределов штрафной столкновение было. И посмотрим, как воспользуются этим стандартным положением хозяева соревнований. Смотрим. И также, как предыдущий Уже угловой, второй да? раз мы видим, как Айсена Бочкарева выводит на Да. эту позицию, на удар. Ну, видимо, с лету Айсен пробивает лучше всех в своей команде. Чем пытается у Селданца, конечно, пользоваться каждый раз. Вот тут, конечно, неудобно было. Стражу ворот у селданской команды. До последнего не было понятно, будет играть игрок на этом мяче или нет. Все-таки дали Да. желтую карточку, мы не заметили. 13-й номер получил желтую карточку. у Георгий СВО. Тимофеев. Да, за грубую игру. Горчичник. Первый горчичник в этой игре. И на турнире Да, и вообще. вообще в целом. Но я напомню, что здесь за 2 карточки, полученные в разных матчах, игрок пропускает очередную игру. Так как турнир скоротечный, игр немного, поэтому Георгию Тимофееву надо быть поаккуратнее. И не только в этой игре, Да, а и и в следующих. Никита Рычков. С мячом. Мохов тут. Практически против двоих играл. Быстренько вводит мяч в игру. На всякий случай. Простреливал вдоль ворот. Да, и Портнягин покинул свои владения. Не получилось тут разыграть комбинацию. Сейчас и солданцы побегут в контратаку. Так, что касается времени. Чуть больше 11 минут остается играть. И мяч покидает пределы поля игровой площадки. И удар есть. И 3-3. 3-3. 14 номер. Семен Афанасьев. Тут тоже второй Дубль. мяч, да? Да, дубль Семена Афанасьева. Ну, казалось бы, что ничто не предвещало. Да, вроде беды. спокойно Да? университет спокойно вышел вперед, владел преимуществом. Ну как бы тут в этой игре сегодня, да, кто владеет преимуществом, тот получает свои ворота Да. мяч. Только перехватывает инициативу у селданцы, как получают свои ворота. Сейчас университет забил гол Да. вроде бы, перехватил инициативу. Ну и вот, казалось бы, да, ничего необычного, просто передача с аута, самая стандартная ситуация. И Да. Отыгрался с соперником. Семен Афанасьев получает мяч и на противоход вот Владислава Корякина пробивает. Ну, 3-3. Нет, тут передача, конечно, сильная получилась. Тут хочешь не хочешь, за такими мячами не поспеешь.
Если ты не Усейн Болт. Время еще есть А у для них- того, чтобы вырвать победу. По регламенту на групповой стадии никаких дополнительных времени, ни серии пенальти нет. Да, фиксируется ничья, значит Да, ничья. ничья по одному очку команды получают и идут дальше. Здорово тут разыграли студенты. Правда, последнее действие не получилось. Кстати, в составе СДФУ прошла замена вратаря. Вместо Владислава Корякина появился Денис Сивцев. То есть Сергей Павлович недоволен, да, действиями Корякина в пропущенных мячах. Ну и, может быть, просто Может, чтобы Сергей дать Павлович игровую практику. оберегает просто Корякина от того, что почувствовал, что, может быть, он уже несколько нестабилен в психологическом плане. И просто, чтобы уберечь парня от как бы, сильных нагрузок. Но ротация же в мини-футболе — это вещь абсолютно нормальная, ротация вратарей. Ну да. Как в ЛКС, например, вот Никита Евтушенко время делит с Леоном Гейджо, да? Тоже так же. Некоторые игры играет один. И по ходу матча замены это не обязательно, вот то, что... Да, возможно, это плановая замена. Да, вполне может быть. Ну, это как раз на ваших телеэкранах только что был Денис Сивцев. Интересно, необычная форма у вратарей СФУ. Белая. Редко бывает у вратарей белая форма. Чуть больше 8 минут остается играть, и у нас 3-3. Такая по-настоящему боевая ничья пока что у нас на площадке. Разводит руками Василий Захаров. И несколько остался он недоволен передвижением своих партнеров. Владислав Степанов пойдет в обыгрыш, и получается, в принципе, неплохо. Но Дмитрий Румянцев своевременно вернулся и мяч выбил. Угловой. И с набегания Рычков тут пробивал с левой ноги. Еще один удар. Прямо во вратаря по центру ворот. Но интересный момент тут, конечно же, на самом-то деле игрок усть-Алданской команды, по сути, толкал соперника. Дмитрий Румянцев. Но делал это так, чтобы это никто не заметил. Ну вот, надеются, да, вот усть-Алданские футболисты на вот эти вот забросы. Частенько не применяют этот прием. И вот Дмитрий Румянцев и другие игроки атакующей линии ведут борьбу верховую. И удар. Ну, Никита Рычков. да, что предыдущая попытка, что это как-то слабенько получается у Никиты. На самом-то деле Никита, если надо, пробьет, будь здоров. Аут. Вадим Мохов и Никита Рычков разыгрывают этот аут. И по центру. Обратно. Мохов на Рычкова. В обыгрыш идет Никита Рычков. И прострел. Блокируется. Приличное количество времени уже владеет мячом студенты. Атака за атакой. Ну и мы видим, что достаточно хорошо подготовились у солданцы, и физически они не проигрывают. Накрывают мячи, бегут Да. вперед. Своевременно свои владения покинул Денис Сивцев и подстраховал своих сокомандников. Ну, вратарь, конечно, должен такие набросы читать, видеть и при необходимости выбегать, действовать. С чем пока что очень хорошо справляется Денис Сивцев. Мохов. Борьба за мяч. Василий Федоров хорошо отборолся. Но мяч для своей команды ему сохранить не удалось. Роман Сивцев. Ищет варианты продолжения данной атаки.
Ну, на носках, на носочках встречают Романа, и Все-таки, да, получил пришлось по ногам. нарушить правила. Не прав в этой ситуации Афанасий Домотов. На ваших телеэкранах как раз он. И опасное стандартное положение в университете. Вот, возможно, сейчас Сергей Павлович минутный перерыв возьмет. Но пока такого сигнала мы не получили. Так, ну в университете бившие ребята есть. В данном случае сейчас Роман Сивцев. Разбег для удара. Нет, не поняли друг друга. Показал всем своим видом Роман, что будет бить. Приличный разбег взял. И передачу сделал, но никто не откликнулся. Так, меньше 5 минут остается тем временем играть. Напомним, что последние 2 минуты у нас идут в чистом формате. И вот сейчас удар Мохов еще раз попробует, но второй удар не получился. Вадим Мохов дважды пытался вывести свою команду вперед. Угловой. И сразу в контратаку. Это 1 на 1. И спасает Сивца. Второй удар. И вновь хорошо в игру вступает Денис. Вот уже это получается Сергей Павлович, да? Как угадал с заменой. Да. Дважды вступил в игру, и дважды это же ближняя дуэль. Выручил команду. Да, и просто удивительно, как студенты проспали такую контратаку. Заброс за забросом. И удар. Не с первой попытки, но все же Денис фиксирует мяч. Усалдан скандирует трибуны. И удар есть, но также есть и блок. Василий Федоров блокировал удар. Смена проходит в составе команды университета. И аут. Что касается времени, 2 минуты и 40 секунд. Остается играть в этой встрече. Никита Рычков вводит мяч в игру. Ну вот ошибка, и сейчас снова 1 на 1 можно выбежать. Есть падение, нет свистка. Ну, мне тоже показалось, что в рамках правил все было. Догнал Василий Захаров, да, нападающего Усалдана. И угловой у ворот университета. Какие наработки имеются? Давайте посмотрим. Нет, все простенько решили сделать. Но как же все-таки действуют, да, усталданцы в отборе, в прессинге, вернее. Так, посмотрим, что тут. Нет, ничего такого интересного не стали придумывать. Так, ну это уже откровенная грубость, карточка. И будет карточка. Конечно. 5-й номер. Василий Федоров. Ну, знал, на что шел, действительно. Да, это тактический фол. Конечно. Да, умышленно просто толкнул соперника в спину и получил заслуженную карточку. Минута 53 секунды, а время уже идет чисто до конца встречи. Вот сейчас минутный перерыв взял Сергей Павлович. Начинается активная фаза работы тренеров, да? Ну, я думаю, и Степан Васильев тоже во время минутного перерыва время терять не будет. И... Конечно. Сейчас с обеих сторон будет идти вот мы видим работа. Усалданцев на экране. Предупреждение получил игрок под подбадривает своих ребят, 5. говорит, все хорошо, все по плану. Федоров Василий. Ну, интересная ситуация сейчас. Очень интересная концовка нас с вами ждет. 2 минуты чистого времени, ничья. Сейчас, конечно, может случиться все что угодно. Ну, судя по игре Усалдана, да? Усалдан может взорваться, выбежать на контратаку. Команда загадка. Ну и посмотрим, что предложит университет. Вот мы видим трибуны. Все забитые, все полные. На играх, которые будут
1/4 финал, полуфинала, тут, возможно, будет вообще аншлаг. И люди будут и за кортом наблюдать за играми. Да, полностью солидарен. Думаю, то, что на стадии плей-офф, конечно, тут много народу будет. Но я думаю, завтра, вот, когда Мегина Хангаласский и Селданский, вот там-то точно аншлаг будет Это приличный, да? Репетиция решающих игр. И причем тут я уверен, то, что очень много и болельщиков Мегина Хангаласского улуса, ну, потому что тут близко. Поддержать свою команду, принять участие вот в таком спортивном форуме, стать участником праздника спорта, конечно, я думаю, желающих очень и очень много. Итак, у мяча Вадим Мохов. Видимо, на дальнюю штангу делал передачу. Вряд ли это они обсуждали в минутном перерыве. Вадим вводит мяч в игру. Роман Колодезников появился на площадке. Ну, себя встречают усталданцы студентов. И суммарно интересно было бы посчитать, сколько же вот всего блокированных действий в этой встрече. Заброс Никиты Рычкова не получился. А тут Роман Сивцев первым на мяче будет. Потеря. Но тут уже не первым темпом будет позиционная атака, попытка позиционной атаки. Есть удар, Да. но не в створ. В принципе, если бы шло в створ, то это было бы очень опасно. Что интересно, вот Денис Сивцев, да, отмечали, то, что очень интересная форма. Без налокотников играет. Видимо, некомфортно, да, ему в налокотниках. Ну да, каждый вратарь по-своему чувствует, Но наколенники как имеются. ему удобнее. Так, что касается времени, минута и 3 секунды. Ну вот эти забросы пошли. И пробить. Есть удар. Плотно приложился Николай Федоров. Да, У и него уже есть результативное действие в этом матче. последние минуты у селданцев даже больше ударов и моментов. Меньше минуты остается. Передача. И вратарь выручает. И контратака. Так, Денис тут не выбежал навстречу. Штанга! Вот. Вот я ожидал, что вот когда камера поворачивалась, да, в ту сторону, перспективу в ту сторону делал, я вот думал, когда же Денис Сивцев появится. Он решил не выходить, да? Да, решил так. Ну тоже правильно, раз... Раз гол не забили, значит, он все сделал правильно. Вот чисто если оценивать вратарскую работу, то тут, конечно же, вратарь будет первым на мяче. Решил не выходить, значит, не выходи. Либо же наоборот, решил выходить, то уже выходи до конца. 16 секунд. Напряженная концовка. Все интересное только начинается. Цепандин. В обыгрыш против двоих пошел. 8 секунд. Этого времени хватит для взятия ворот. История мини-футбола знает множество примеров. И есть удар. Да, чуть не перехватили Да. мяч, а так бы это выход был бы 1 на 1. 6 секунд. Ну что, будут пытаться в бьющего сыграть сейчас? Мохов с Сивцевым что-то тут обсудили. Быстренько. Мохов на Сивцева. Сивцев обратно. И прострел вдоль ворот. Вот такой момент обсудили ребята. И зарабатывает угловой Мохов. 2 секунды. 2 секунды. Ну, это только, да, или катите и сразу бить, Да. или просто простреливать в сторону ворот, чтобы какой-то рикошет или что-то залетело. И удар есть.
Так, ну и тут со свистком, да, было добивание. Да, и рука еще была у игрока университета. Но это не принципиально, потому что это всего лишь там 4-й фол. Да. И 3-3, боевая ничья в этой встрече. Благодарим команды за это яркое действие в двух актах, да, которые они нам предложили. Действительно очень интересная игра, которая завершилась, ну, можно сказать, да, действительно логичной ничьей. Боевая ничья 3-3. Команды делят очки. Ну и сейчас вашему вниманию режиссер телетрансляции предложит хайлайт данной встречи. Ну а мы с вами попрощаемся до следующей игры. Дорогие друзья, проанонсируем. Следующая игра у нас начинается ровно в 15:00. На этой же площадке встретятся команды группы «С». Первый тур – это Мегино Кангаласский улус и Нюрбинский улус. Эту игру мы покажем также в прямом эфире на телеканале Якутия-24, а также на YouTube-канале Якутия-24. Оставайтесь в курсе событий турнира по мини-футболу на нашем телеканале. Увидимся с вами ровно в 3 часа дня. До свидания. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад семейного фестиваля, приуроченного ко дню